молодой человек, там будет курить. Чаю, вафель, печенье. А ну, кто хочет чаю? Не хотите? Ладно. Чайку. Так, пожалуйста, сколько? Ну, где же ты ходил-то, а? Я думал, ты опять пропал, и придется мне тебя искать, как тогда в Латвии. Я прогулялся по поезду. Понятно, заходи. Так, 3 с сахаром, 1 без. Ой, ничего, пейте. Здесь места всем хватит. Что, у меня тут еще чаек не получил? Так, вам не было? Спасибо Да, вам. спасибо. Пожалуйста, сладенький, с сахарком. А вам печенье вы заказывали. И билетики заберите. Подъезжаем скоро. Так, скоро Свердловск. Кто-то Свердловска, готовьтесь к выходу. Ты латыш? Или литовец? Угадал? Латыш. Я по акценту угадал. Я же после войны служил у вас в Прибалтийском военном округе. Ох, и бандитов у вас там было. Знаешь, мне кажется, там и сейчас некоторые по лесам шастают. А люди, они на хуторах жили, кулаки. Мы их помогали в Сибирь вывозить. Ой, как не хотели они в Сибирь ехать. Прям зубами готовы были уцепиться за свое нахапанное добро. Ну, те, кого исправили, наверное, вернулись. А кулаки, они ж кулаками остались. Ну, что ты молчишь? Не согласен? Те, которые постарше, умерли в Сибири. Вернулись только те, которых вывезли детьми. Теперь работают в колхозе и на других местах. Правильно. Теперь жить хорошо. Эксплуататоров-то больше нет. Вот вы, молодое поколение, вы же на все готовенькое. А мы за это готовенькое кровь проливали, понимаешь, кровь. Ладно, пользуйтесь. Вот вы теперь можете ездить по всему необъятному Союзу. И каждый тебе друг, товарищ и брат. Да, но только не на Запад. Ишь, ты что придумал? На Запад. Запад тебе подавай, загнивающий капитализм, так что ли? Че ты молчишь? Я ж к тебе как друг, как старший товарищ, а ты ко мне? Вообще без уважения. Оставь его в покое, они так не привыкли. Как это они привыкли? Они что, не такие, как мы? Лучше. Подумать только. Ну, всего вам хорошего. Мы выходим. Вот, уже приехал кое-кто. А кому-то бельишко сейчас будет новенькое, свеженькое. Всего хорошего. Дунь, как мы точно выходим? Да нет, конечно. Перейдем в другой вагон, там спокойнее. Так извини. Простите, пожалуйста. А вы куда? А, не волнуйтесь, все в порядке. Большое вам спасибо. Ну, смотрите, всего доброго. Так, дорогуша, вы нам чайку еще налейте, пожалуйста. Ладно, 2 штучки, да? Да, с сахарком. Здорово, Николай. Я вижу. Катался алкоголик? Привет, Серега. Добрый день. Добрый день. Замуж, наверное, вышла? Нет, еще. Добрый день. Здравствуйте. Хороший мальчик. Хороший. Красивый. Наверное, замуж вышла. Ну вот. Заходи. Чувствуй себя как дома. Эй, Дуня, Ау. здесь ты живешь? Нет, дом твоего отца. Эдгар! Кажется, нет его. Он, наверное, на работе. Где же еще? Он не из тех, кто выпивает и прогуливает. За это его многие уважают, а некоторые не любят, потому что он лучше их. Ну ладно, я пойду, а ты располагайся. Я попозже забегу проведать.
ты здесь делаешь? А вы это... Да, это я. Что ты здесь делаешь? Нет, я приехал повидаться со своим отцом. Вы его жена? Да. А ты сын Эдгара? Да. Выглядишь старше наших дочерей. Значит, я вторая жена. А сколько у вас еще братьев, сестер? Нет, я единственный. Мама с папой не были женаты. Да, прекрасно. А как ты здесь очутился? Меня Дуня привезла. Дуня. Дуня, да. Ну, баба. Так вот, куда она пропала. Ну что ж. Да, кстати, познакомься. Твои сводные сестры Зоя, Таня. С Таней, кстати, ты можешь прямо сейчас познакомиться. Она во дворе. Пойдем? Да. Прошу. Ты извини, мы только с реки. Вот познакомься. Таня. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Юрис. Юрий? У меня одноклассник Юрий. Нет, но меня зовут Юрис. Какая разница? Вы что, теперь будете жить у нас? Нет. Я приехал повидать папу. Может, пойдем в дом? Я стол накрою. Нет, я уже на станции поел. А где сейчас он? Он работает на новом торфодобывающем заводе. Вы можете подождать его здесь или пойти к нему, но это далеко. Здравствуйте. Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Эдгара. Ребята, Эдгара позовите, вашу мать. Сейчас! Эдгар! Иди к тебе пришли! Да! Иди пришли к тебе! Иду! Давай! На, вон тебе пришли! Здравствуйте! Так? Юрий. Вот, ну. Почти сегодня. Izgaidi.
arī gaidīt. Нежданно-негаданно, вот и я. Я видела, что они ушли, пришла поговорить с тобой. Ну, прости меня, Серафима. Признаю, действовал у тебя за спиной. Не могла я больше видеть, как Эдгара мучает неизвестность о сыне. Поэтому поехала, разыскала и привезла. Надеюсь, примешь парня под своей крышей? Не надо оправдываться, Дуня. Я только не понимаю, зачем тебе это надо было делать? А ты что, его отпустила еще раз бы? К тому же сам бы он не поехал, побоялся бы. А, ты это знаешь. Ой, да ты не ревнуешь ли? Ты же знаешь, что для этого нет никаких оснований. Но ведь с женой же поговорить о прошлом, это же дело тонкое. Тут надо все взвесить, обо всем подумать, все перевернуть туда, да, обратно. А душу нужно кому-нибудь излить. К тому же парень здесь надолго не задержится. Студент, ему на занятия нужно будет ехать. А потом все пойдет своим чередом. Да-да, как же иначе? Ну, спасибо, что привезла его. Tēju dzersi? Jā. Tu zini, dēls,
не понимаешь. Люблю я тебя. Потому и хотел уберечь. О какой любви ты говоришь? Когда муж всю жизнь жене не доверяет, а исповедуется где-то на стороне. Но я же не запретила бы тебе повидать сына. Но не мог я, не мог. Ты прекрасно это знаешь. Я тебе рассказывал. Все время я надеялся, что брат жив. Но все же нет. Тебе угрожает опасность? Когда Юрис вернется, он может рассказать? Не волнуйся. Никто меня не ищет. Даже не искал. Напрасно я скитался годами, заметая следы. Оформили как несчастный случай. По сути, так оно и было. Я не хотел. Но утешения это не дает. Нет. Утешения нет. Vai nav vēl beidzies? Vienbalsīgi pieņemts. Labdien. Paldies, biedri Kāpa, ka pagodinājāt. Es atvainojos. Biedri, mums ir palicis pēdējais kadru jautājums. Ir ienācis priekšlikums nostiprināt kolhoza komunismu ceļu vadību. Jau vairākas reizes mēs esam analizējuši vājos saimnieciskos rezultātus. Lauku ražības zema, izslaukums tikko 3000 litru no govs, darba disciplīna zema. Biedrs Stabrovskis acīm redzami netiek galā ar pienākumiem. Ja nemaldos, viņš strādā no 50. gada sākuma. Да, старейший председатель, старый член партии, но, к сожалению, без соответствующего времени образования и организаторских способностей. В этой волости у нас вообще дела обстоят. Кажется, наш комсомольский товарищ Дарта Мейнардовна из всех краев. Ну, может быть, она что-то скажет. Komjaunatnes pirmo organizācijas maz skaitlīgas. Vairākās pamatskolās ir tikai daži komjaunieši. Kā iestājas, tā pavasarī beidz un prom uz vidusskolu pie jums, biedriem direktori. Komunisma ceļā vispār ir maz jaunieši. Politiski nenobriedz nostūris. Un atcerieties, ka 44. gadā tur bandīti nošāva manu tēvu jauno zemes ieguvumu. Pie tā nu gan laikam Stabrovskis nav vainojams. Nu, bet ja jāņem nost, ņemam. Tikai ko likt vietā? Drusku lēnāk. Biedru Kāpa. Lēnāk. Biedram Stabrovskim ir nopelni. Padomu valsts un partijas priekšā. Un nevar tā vienkārši noņemt. Ir ienācis priekšlikums viņu ar godu tas ir aizvadīt pensijā. Gadi atļauj. Un galu galā ir jādod vieta jaunajiem ar izglītību. Nu, kāda runa? Aizvadīsim viņu pensijā ar godu, ar orķestri, kori un svinīgām runām. Un, ja vajadzīgs, tad patērētāja biedrība palīdzēs no... Ļoti labi. Ļoti labi. Atbalstam. Stabrovskim pašam būs jāuzraksta iesniegums. Tu, Pāvēl Andrejič, parunās ar biedru. Apskaidros situāciju, kas kā. Nu, tā, lai būtu solīdi, atbilstoši. Nu, tad balsosim. Kas ir par biedru Stabrovska atbrīvošanu no kolhoza komunismu ceļu priekšsēdētāja pienākumiem sakarā ar aiziešanu pensijā?
vienbalsīgi. Bet kas tad īsti būs vietā? Павел Андреевич, лучше. Есть предложение назначить Друвиса Кауса Яновича. В настоящее время работает в колхозе Сылцеемс возле Риги заместителем председателя. Родился в 1923 году, член КПСС, образование высшее, закончил сельскохозяйственную академию, факультет механизации. Принципиальное согласие дал. Jautājumi ir? Balsojam. Kas par? Zila, nē. Kāda jau tad jau valtojot. Šito nē, melni kā uz bērēm. Pensiju vadīšana jau nav nekāda izvadīšana. Tad tu pat netaisies, Ievi? Es nebraukšu. Tie ir tavi svētki, ne man. Nu, tad es arī nē. Citi ar sievām, un es viens, kā tāds atraitnis. Man nevajag, tev ir jābrauc. Ko tad tu autobusu atbrauks? Ko tad mēs teiksim, paldies, nevajag tādu gabalu zinies. Cilvēki tur būs sagādājuši dāvanas, puķītes. Tev jābrauc. Taisies. Albert, man tā sirds... Nav man īsti labi jau no paša rīta, bet neknieķējies. Nav nekas briesmīgs, es iedzēru zāles, tagad jau labāk, bet tikai braukt gan es nevaru. Tu tikai nesapūlies. Jā? Un govs, lai mirgi izslauc. Kur ta mirga? Viņa joprojām bija pie tiem darītājiem. Jā. Māja pilnē cilvēkiem, bet, kad vajag palīdzēt, tad nav neviena. Kur ta pilna? Sen vairs nav. Bet mēs jau tāpat labi dzīvojam, vai ne? Cik tu smuks. Slaids tā kā jaunībā. Žēl, ka tu neties. Es jau dikti gribēju, ka tu redzi. Bet mēs ticējām, mēs bijām pārliecināti, ka viss tas, pēc kā mēs centamies, ka tas piepildīsies un ka mēs uzvarēsim. Ar to cilvēki kā ir cietumā, nāvē, cilvēki guļ. Viņi tikpat jauni kā jūs. Nežēloja savu jaunību. Tāpēc mīļš, paldies visiem. Biedrs Stabrovski, mēs tagad gribētu pāriet pie dienas kārtības otrā punkta, pie pensionāru sumināšanas. Varat ieņemt vietu. Jā. Biedri, vārds apsveikumam partijas rejonta komitejas pirmajam sekretāram Biedram Dundēlim. Iešu tuvāk tautai. Cienījamie darba veterāni,
Godātie kolhoznieki, nav nejaušība, ka šodien, kad 1963. gada raža jau ir zem jumta, jūs sumināt sirmos darba darītājus. Simboliski, ka sarīkojumi pirmajā daļā biedrs Staprovskis ziņoja par kolhoza komunismu ceļš panākumiem lauksaimnieciskās ražošanas attīstībā. Un tagad mēs sakām paldies viņam par ražano darba mūžu. Tāpat kā jums, cienījamie nu jau pensionāri, par jūsu čaklajām darba rokām, lai kur tas arī nebūtu. Kolhoz darbnīcās, fermās vai uz lauka. Paldies jums! Jūsu darbs tuvina komunisma uzvaru mūsu zemē. Lai jums paldies vēlreiz, un lai jums panākumi, un lai jums veicas arī turpmākajās jūsu dzīves gaitās. Mīļie pensionāri, atmiņai par šo svinīgo dienu saņemiet jūsu dzimtā kolhoza sarūpētās piemiņas veltes. Žēl, ka man Ieva nevarēja atnākt, bet reku viņa šodien nejūtās labi. Jā, mīļš. Tu biji bērns. Jā. Pagā, Tamāra. Ko? Pasak man, kas tur kūtī tik riebīgi voņī? Čo, kas voņī? Nu, kā jau firmā voņī? Nu, sūdī smird, nu, jā, Kas es neatšķiršu sūdu smaku no kādas citas smakas, jā? O, moša teļš kāds nospēdz. 2 nedēļas nevienu gosu nav atnesusies. Un pēdējais teļš vesels spriņģopā aizgalda. Zini ko, man pietiek. Tu esi fermas vecākā, tu arī nokārto. Tu nomierinies tagad, ja? Tu nomierinies, nesmirdēs. Es nokārtošu visu. Zini ko, un es ziņošu zootehniķi. Hermien, tu ko, tu gribi uz brēvīs vai noņem, tu? Tu ko, tu kačkājies kaut kādā? Neturēs to žaunu vienreiz ciet, valsts par rāvs. Nav man jums ko rīklai grūst. Kad atvedīs, tad būs. Nu, lūdzu. Ēdiet, lūdzu, nu ēdiet. Ēdiet, iztepu pīrāgas ar kāpostām. Lūdzu. Māmiņa man teica, ka jūs te tādas necepat. Nu, nemaz nezinat, kā labi garšo ar kāpostām. Tādi, ja. Zināt, nu, man jai Bogu neticās, ka viņa te sēdējusi te pie šitā galda. Jai Bogu neticās. Te daudz sēdēju. Ja? Ja viss sanāktu. Nu, jā. Ko, negaršo? Nu, jā, jūs jau te uz to gaļu. A mums Krievijā gaļas nav. Nu, nebija veikalos. Tikai aknas, sirdis, plaušas, tur galvas. A gaļas nav, mēs prasam, a kur gaļa? Mums saka, sūta uz Pribaltiku. Nu, saka, tur esot tas, nu,
Postenis, kas priekšā, priekšpostenis. Nu, saka, tur ir gņejušķī kapitalizms. Akurāti otrādi. Mūsu gaļu ved uz Krieviju, Maskavu, Ļeņingradu. Saražojam daudz, bet veikali tukši. Nebūtu pašiem savus cūciņus, tad nezinu, kā te būtu ar... Mamiņa man mirstot novēlēja. Tu zini, ko tu brauc uz Latviju. Nu, savus bērnus gribēja aizvest, un es ko? Es atbraucu, un es domāju, ka viņa pareizi novēlēja. Nu kā, nu, te ir darbs, ja? Te ir, nu, iztikšana ir, un... vispār. Tungus arī priecīgs man ir, jā. Tungus priecīgs, saprot, augsti Rīgas tavarišķi medībās brauc. Jā, medībās brauc. Tungus ļoti labs, ļoti. Nu, viņš pilnīgi, nu tā kā nenosverams varētu būt. Ko? Nu, ļoti labs viņš ir. Saprot, pameklēja tādu Tungusu. Nu, tā neviens neprot tā brēdi nodīrāt, tā kā viņš un nogērēt. Nu, neviens neprot. No, vai tu jums ar kāds gaļas gabals tiek? Viss pēc taisnības. Tungus man ļoti labs mednieks ir. Nu, tāds pats kā tie šāvēji. Nu, kaut gan pats iet tajos, nu, kā viņas, nu, dzinējos iet, jā. Un tie no Rīgas, kas ir, nu, tie grib, lai tās ādas izgērē. Meža zvēru ādas, jā, bet nav jau kur gērēt. Tungus prot, bet nav. Nu, neies tak istabā. Vai kolhoza kūtī gērēt, taču, nu, a jūsu kūte liela. Ko? Saka skaidri, ko tu gribi? Es neko, Tungus gribu. Nu kā, nu es jau varu, bet, nu, zin kā, uzbūvēs kūtī jums tādu, nu, peregarotku uzbūvēs, nu, tur arī gērēs tās ādas. Nu, meža zvēriem. Man nevajag svešu cilvēku mājā. Ko tad? Tungus svešs? Nu, bet es tak sanāk rada gabals. Nu, jā, bet vai tad to tā var? Ādas ģērēt. Ka nesanāk kādas nepatikšanas. Ko tu, Jadviga, nu? Ja priekš augstiem tavarišķiem gērēt, tā nekādas nepatikšanas nesanāk. Viss klusu, nu, kā saka, ne čik, ne grab, nekas, i neko. Jā. Tungus visādas darbas pieprot. Ne to vien, nu, kas tev, vai tad viņš jums nav nemaz palīdzējis, ko? Nu, Mirga, ko tu saki? Jā. Svešiem šajā mājā klāsies labāk nekā savējiem. Albert, ko teiksi? Varbūt pirakciņu. Mums arī jau jāpadomā. Kur tā Ieva? Ko? Nu, kāda Ieva? Tas man otrs vārds. Saikas jau esat dabūjuši! Ejiet, sveiks, veiksmes! Saikas, dzirdat! Kā tu izturies pret maizēm? Nu nevar tā visu uzreiz apēst. Tu taču zini, tu ilgi vairs nedabūsi. Tev jāaizies uz mājām, maziem brālītiem. Labdien! Labdien! Taisnība. Ārprāts sirds lūst, skatoties, tik žēl bērni, viņi tā grib maizīti, bet nu, tik reti to dabūja. Bet nu labi, ka valsts par viņiem gādā. Nāciet iekšā, mēs jūs ļoti. Labdien, nu skatīties, vai kontrastīt? Ejiet, lūdzu, apakaļ, lūdzu.
Labdien! Sēdieties, lūdzu. Mīļie abiturienti, vēl mēnesis un būsiet absolventi. Laiks ir domāt par nākotni. Un tieši tāpēc šodien ar jums grib par to parunāties Rajona komjaunatnes komitejas pirmā sekretāra Dārta Kažociņa. Lūdzu. Nākotne ir mūsu pašu jaunajās rokās un svarīgi tās pielikt īstajā vietā. Drīz jums nāksies spērt pirmos patstāvīgos soļus dzīvē. Vai jūs esat izdomājuši, ko darīt? Jā. Biedri direktori man teica, ka esat draudzīgs un saliedēts kolektīvs. Grūti būs šķirties, bet ir iespēja arī turpmāk visiem palikt kopā. Vai jūs esat dzirdējuši par kustību visa klase uz kolhozu? Tad tāpēc mums mācīja braukt ar traktoriem? Nē, tāpēc, lai izejot dzīvē, jums būtu kāda profesija. Piemēram, Smiltenes vidusskolas absolventi. Visa klase devās strādāt kolhozā Oktobrs. Viss draudzīgais kolektīvs kopā priekos un pirmajās darba grūtībās. Skaisti, vai ne? Un cik viņi tagad tur ir? To jau nav grūti noskaidrot. Mēs varam aizbraukt, apskatīties, iepazīties uz turien vai citur. Šī kustība ir populāra visā Padomju Savienībā. Te jau dodamies uz Gruzijas vīnu laukiem. Forši! Es runāju nopietni. Ja jūs izlemtu, par jums rakstītu avīzēs, fotografētu. Bet reāli, uz kuru kolhozu? Rajonā sliktāko vai labāko? Jaunas darba rokas ir vajadzīgas visos. Aprunājieties savā starpā, izsakiet priekšlikumu, apspriedīsim. Es, piemēram, gribu studēt arhitektos, celt kultūras pilis un caurlainas dzīvokļus. Es taču negribu sev apratni mēslu čupā. Tu vari nosaukt kādu Latvijas arhitektu, sociālistiskā darba varoni. Turpretim slaucējas, vienas rokas pirkstu nepietiek. Es spēlēju klavierus un stāšos cēsu mūzikas vidusskolā. Lauku bērni, bet kādi baltrocīši? Vai tad tiešām neviens no jums nedomā doties ražošanas darbā? Kā tā ne Eidis paliks kolhozā? Kurš tas ir? Nārbu, piecelies. Nārbulis? Es bērnībā dzīvoju Nārbuļos, mēs neesam pazīstami. Nu, es jau tad vēl nebiju piedzimis. Jā, kara laikā tur fašisti nošāva manu māti purvā ogas lasot. Man tad bija tikai 2 gadi. Jā, man stāstīja. Jūs varat būt laimīgi, ka jūs dzīvojat valstī, kas ir miera balsts pasaulē, un jūsu laimīgo bērnību nekas neapdraudēja. Un pateicoties par to, es izvēlējies pareizo ceļu dzīvē. Palīdzi to atrast arī saviem klases biedriem. Man jau liekas, ka katram pašam jāizlemj. Tieši tā, un visiem kopā sēdēs. Padomājiet, es vēl noteikti atnākšu pie jums. Bērziņa! Saslaucīt
Это что такое, молодой человек? Там вот курить. Чаю, вафель, печенье. А ну, кто хочет чаю? Не хотите? Ладно. Чайку. Так, пожалуйста, сколько? Ну, где же ты ходил-то, а? Я думал, ты опять пропал, и придется мне тебя искать, как тогда в Латвии. Я прогулялся по поезду. Понятно, заходи. Так, 3 с сахаром, 1 без. Ой, ничего, пейте. Здесь места всем хватит. Кто у меня тут еще чаек не получил? Так, вам не было? Спасибо. Вам, пожалуйста, сладенький, с сахарком. А вам печенье вы заказывали. И билетики заберите. Подъезжаем скоро. Так, скоро Свердловск. Кто-то с Свердловска, готовьтесь к выходу. Ты латыш? Или литовец? Угадал? Латыш. По акценту, я по акценту угадал. Я же после войны служил у вас в Прибалтийском военном округе. Ох, и бандитов у вас там было. Знаешь, мне кажется, там и сейчас некоторые по лесам шастают. А люди, они на хуторах жили, кулаки. Мы их помогали в Сибирь вывозить. Ой, как не хотели они в Сибирь ехать. Прям зубами готовы были уцепиться за свое нахапанное добро. Ну, те, кого исправили, наверное, вернулись. А кулаки, они ж кулаками остались. Ну, что ты молчишь? Не согласен? Те, которые постарше, умерли в Сибири. Вернулись только те, которых вывезли детьми. Теперь работают в колхозе и на других местах. Правильно. Теперь жить хорошо. Эксплуататоров-то больше нет. Вот вы, молодое поколение, вы же на все готовенькое. А мы за это готовенькое кровь проливали, понимаешь, кровь. Ладно, пользуйтесь. Вот вы теперь
Можете ездить по всему необъятному Союзу. И каждый тебе друг, товарищ и брат. Да, но только не на Запад. Ишь ты что придумал? На Запад. Запад тебе подавай, загнивающий капитализм, так что ли? Че ты молчишь? Я ж к тебе как друг, как старший товарищ, а ты ко мне? Вообще без уважения. Оставь его в покое, они так не привыкли. Как это они привыкли? Они что, не такие, как мы? Лучше. Подумать только. Ну, всего вам хорошего. Мы выходим. Вот, уже приехал кое-кто. А кому-то бельишко сейчас будет новенькое, свеженькое. Всего хорошего. Дуль, как мы точно выходим? Да нет, конечно. Перейдем в другой вагон, там спокойнее. Так извини. Простите, пожалуйста. А вы куда? А, не волнуйтесь, все в порядке. Большое вам спасибо. Ну, смотрите. Всего доброго. Так, дорогуша, вы нам чайку еще налейте, пожалуйста. Ладно, 2 штучки, да? Да, с сахарком. Здорово, Николай. Я вижу. Катался алкоголик. Привет, Серега. Добрый день. Здравствуйте. Замуж, наверное, вышла? Нет, еще. Добрый день. Здравствуйте. Хороший мальчик. Хороший. Красивый. Наверное, замуж вышла. Ну вот. Заходи. Чувствуй себя как дома. Эй, Дуня, Ау. здесь ты живешь? Нет, дом твоего отца. Эдгар! Кажется, нет его. Он, наверное, на работе. Где же еще? Он не из тех, кто выпивает и прогуливает. За это его многие уважают, а некоторые не любят, потому что он лучше их. Ну ладно, я пойду, а ты располагайся. Я попозже забегу проведать. Что ты здесь делаешь? А вы это... Да, это я. Что ты здесь делаешь? Нет, я приехал повидаться со своим отцом. Вы его жена? Да. А ты сын Эдгара? Да. Выглядишь старше наших дочерей. Значит, я вторая жена. А сколько у вас еще братьев, сестер? Нет, я единственный. Мама с папой
не были женаты. Да, прекрасно. А как ты здесь очутился? Меня Дуня привезла. Дуня. Дуня, да. Ну, баба. Так вот, куда она пропала. Ну что ж. Да, кстати, познакомься. Твои сводные сестры Зоя, Таня. С Таней, кстати, ты можешь прямо сейчас познакомиться во дворе. Пойдем? Да. Прошу. Ты извини, мы только старики. Вот познакомься. Таня. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Юрис. Юрий? Не одноклассник Юрий. Нет, но меня зовут Юрис. Какая разница? Вы что, теперь будете жить у нас? Нет. Я приехал повидать папу. Может, пойдем в дом? Я стол накрою. Нет, я уже на станции поел. А где сейчас он? Он работает на новом торфодобывающем заводе. Вы можете подождать его здесь или пойти к нему, но это далеко. Здравствуйте. Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Эдгара. Ребята, Эдгара позовите, вашу мать. Здравствуйте. Эд? Юрий. Вот, правда. Почище вагон. Gaidīju šo mirkli. Es gaidīju. Es arī gaidīju, Tēt. Нежданно-негаданно, вот и я. Я видела, что они ушли, пришла поговорить с тобой. Ну, прости меня, Серафима. Признаю, действовала у тебя за спиной. Не могла я больше видеть, как Эдгара мучает неизвестность о сыне. Поэтому поехала, разыскала и привезла. Надеюсь, примешь парня под своей крышей? Не надо оправдываться, Дуня.
Я только не понимаю, зачем тебе это надо было делать? А ты что, его отпустила еще раз бы? К тому же сам бы он не поехал, побоялся бы. А, ты это знаешь. Ой, да ты не ревнуешь ли? Ты же знаешь, что для этого нет никаких оснований. Ну ведь с женой же поговорить о прошлом, это же дело тонкое. Тут надо все взвесить, обо всем подумать, все перевернуть туда, да, обратно. А душу нужно кому-нибудь излить. К тому же парень здесь надолго не задержится. Студент, ему на занятия нужно будет ехать. А потом все пойдет своим чередом. Да-да, как же иначе. Ну, спасибо, что привезла его.